Мир вам, сестры і браты, вітаю вас у царкве Узнесення. На початку нашего служения давайте разом супольно помолимся. Отче наш, який ось у небесах, святися ім'я Твое. Приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ждуденного дай нам на кожный день. Отпусти нам провины наши, як мы отпускаем виноватым нашим. И не введи нас у покушение, але избави нас от лукавого, бо Твое владарство и сила, и слава во веки. Аминь. Бог Отец, дякуем Тебе за все Твое доброе, что мы имеем. Дякую за все благословения Твои, которые Ты посылаешь нам каждый день, каждое мгновение. Дякую за сегодняшний день, который Ты, як завсёды, створил на радость нам и на веселье. И мы узрадуемся и увеселимся у им. Дякую Тебе за Твое благословение над народом Твоим. Дякую, что где мы избираемся двое ці трое имя Твое, там и сам Господь сярод нас. Дякую за Твою присутность у народе Твоим. Дякую за Твою присутность на этом месте. Дякую Тебе, что Твое благословение сапраўды заўсёды над народом Твоим. И хоть горы зрушатся, и холмы похитнутся, але заповед супокою Твоего не отойдет от нас. Бо любовью вечную Ты полюбил нас, ласку безмежную оказал нам Отец наш.
захваляю доверово, великая и вечная любовь. Дарит любовь не было, то сгинули уже давно. Мы без надеи вечно жить, и отворить всех людей любить. Такая ее притих лучей, стоит для твоих каменных дверей. Какая снов, а ты пришел же час, бесплатный Бог, принимаю всех нас. Дарит любовью не было, то сгинули уже давно. Мы без надеи вечно жить, и отворить всех людей любви. Человек, все дыхает любовью той навек, как на свете любовь я ей отнял, со свету весь давно уже пропал. Дарит любовь не было, но сгинули уже давно. И без надеи вечно жить, и отворить всех людей любви. Полюбил тебе меня давно, ведь на воды кто все одно, кого раздел и только слови, что с любовью тихая усы. Дарит любовь не было, но сгинули уже давно. И без надеи вечно жить, и отворить всех людей любви. Шановні сябри, тема сьогоднішнього служення – благословення десятин. Заповедь десятин – это одна из тех заповедей, про которые наибольш спрачаются у церквах, некоторые лічаць, что без десятины нема збавлення, іншыя лічаць, что десятину адмяніў Христос у Новом заповеце, что это стары заповед. И мы не будем вникать в эти все спрэчныя моменты, а мы просто почитаем тексты, якія кажуць про десятины, для чаго іх трэба приносить, ці трэба наогул іх приносить, і што дае прынашэнне десятин, ці чаго яно не дае. І поговорим, ці заўгодна это Всевышнему, ці это не заўгодна Господу Богу. Вот про это все мы поговорим. И начнем, напевно, с того, что я хотел бы привести несколько лічбаў. Поглядите, калі ласка, этот слайд. Есть такі подлік, что калі б усе церквы, усе вернікі на ўсёй зямлі приносили десятины, то собралося 165 миллиардов долларов на разные добрые мэты. И этих грошей хватило бы вот 25 миллиардов для того, как вырашить сусветные проблемы с голодом и смертностью от яго. Еще 12 миллиардов дапамаглі б за 5 годов назаўсёды скончыць з непісьменнасцю ў свеце. 16 миллиардов яшчэ вырашылі праблему питной воды у тых мясцінах, дзе нема, у Афрыке, у пустынных месцах, у джунглях, где такой чистой воды нема. Вот эта проблема была вырашена. 1 миллиард забяспечыў бы жыццё ўсіх місіянераў ва ўсім свеце,
І яшчэ б засталося 100-110 мільярдаў на розныя іншыя праграмы развіцця. І Беларуская царква ўзнясення, напрыклад, ахвяруе нейкую капейку на лімоны для інфекцыйнай клінікі. Інфекцыйная клініка звярнулася до нас вот з такой прапановай, каб мы дапамаглі ім набыць лімоны. И медперсонал, которые заступают на дежурство на сутки, яны могли б падчас перапынкаў, падчас свайго дежурства могли пить с лимоном чай. И мы скинулись, собрали 80 рублёў пакуль что, и на эти гроши набыли лимоны и завезли в клинику. И это есть наш таки маленький унесок у такую сусветную перамогу над коронавирусом, над эпидемией коронавируса. Чым можем, тым дапамагаем, и калі будзе больше у нас магчымасцей, то больше и будем дапамагаць, больше программ сарганізуем добрачынных, и про это таксама трохи мы поразмаўляем крыху пазней. А зараз давайте поглядим у Святым Писании. Першы раз про десятину мы знаходзім згадку у Святым Писании у кнізе Быццё 14:20. Книга Быццё 14:20. Давайте отгорнем и прочитаем, что тут написано. Книга Быццё 14:20. Калі ён вяртаўся, ён это Абрам. Калі ён вяртаўся з вайны, Мелхіседек, цар Салімскі, вынес хлеб і віно, ён быў святар Бога Ўсявышняга, і дабраславіў яго і сказаў: «Дабраславёны Абрам, ад Бога Ўсявышняга, уладара неба і зямлі, і дабраславёны Бог Усявышні, які аддаў ворагаў твоих у руки твои. Абрам дал ему 10-ю частку з усяго. И сказал цар Содомский, значит, той был Мелхиседек, цар Салима, а еще был там цар Содома. И вот цар Содомский каже, и сказал цар Содомский Абраму: «Отдай мне сей и маёмость, а маёмость возьми себе». Але Абрам сказал цару Содомскому: «Подымаю руку мою до Господа Бога Всевышнего, уладара неба и земли, что нават нитки и ремень от обутку не возьму з усяго твоего, каб ты не сказал, это я узбагатил Абрама». Таким чином, первый, кто отдал десятину, это был Абрам, калі он вертался с войны. Это вельми были старожитные часы, зусім яшчэ першабытная гісторыя. Значит, пасля аналагічна зрабіў Якаў, калі уцекал от брата своего Исава. И давайте так само прочитаем, что тут говорится про это. Это уже книга Быццё 23:20. 28:20. «И дал Яков зарок, сказавши: калі Бог будзе со мною и захавае мяне ў дарозе гэтай, у якую я иду, и дасць мне хлеб есці и адзенне апрануцца, и я ў супакою вернуся ў дом бацькі майго, и будзе Господь моим Богом, дык гэты камень, які я поставіў як помнік, будзе домом Божым. Из усяго, что ты, Боже, даси мне, я дам тебе 10-ю частку». Зверните увагу, что размова ідзе про тое, что 10-ю частку мы отдаем с того, что Господь Бог дае нам. Того, что ты, Господи, даси мне, я отдам 10-ю частку. Это ўсё было яшчэ до того, як з'явіўся закон, як народ Божий атрымаў закон, а пасля праз 1000 гадоў пророк Моисей атрымаў ад Всевышняга такі падрабязны закон, як прыносіць дзесяціны, што робіцца, як яны прыносяцца. И вот про это так само давайте мы трохи прочитаем. Десятина в втором заповете это была частка заповету, узаемных обовязков Господа Бога и Божьего народа.
Как написано у законе старожитным, что Господь заповедал людям, что коли ты будешь слухать голос Господа, заповеди Его выконывать, ходить шляхами Его, то придут на тебе все благословения, исполнятся. Придут на тебя все благословения, исполнятся. И вот один из знаков этого заповета, это была десятина. Коли будешь слухать голос Господа, заповеди Его выконывать и ходить шляхами Его, придут на тебе все благословения, исполнятся. И коли Божий народ жил у своей земли, то все эти заповеди они худо-бедно выконывали и приносили десятины заўсёды у скарбонку, і у храме заўсёды было много багацця, заўсёды было, скарбонка была полная, заўсёды было полна. Пасля, падчас вавілонскага плену, уже десятины не збирали, уже не было куда их приносить. И все ж таки у часы Ездры и Неемии вернулся Божий народ на свою радзіму и пачалі узноў приносить десятины, пачалі узноў приносить ахвяраванне у храме. И давайте прочитаем, что про это говорится у книги Неемии. Книга Неемии 12:43. «И приносили у той день великие ахвяры и веселились». Зверните увагу, что приносили ахвяры и веселились. То есть ахвярование и приношение – это радостная такая подея, что у тебя есть чего уделять. Коли нема чего дать, то тогда это дрэнна. А коли есть чего дать, это великая радость. И они радовались и веселились. Бо Бог дал им великую радость. Не просто радость, а великую радость, что есть магчимость принести ахвярование. Веселились и жанчыны, и дети, и веселость Иерусалима далеко было чувать. У той самый день представлены были люди до кладовых покоев для приношения початков и десятин, каб збирать с полев при городах частки, покладенные законом для святаров и левитов, бо юдеям радостно было глядеть на святаров и левитов, якія учиняли службу Богу свайму. Радостно было глядеть на святаров, якія учиняли службу Богу свайму. Радостно, коли есть служба, коли есть богослужение, это радостно, и радостно народ сустракаў это богослужение, радостно сустракаў эту магчымасць пасля доўгага перапынку, радостно успрымалі святароў, якія учиняюць службу Богу свайму. Это еще раз нагадывает нам про то, что это радостная подея, что и закон весь Господень, это закон свободы, закон радости. 800 разов, кажут, у законе згадывается слово «радуйся», 800 разов заповедь «радуйся», «радуйся», «веселися». И закон наш есть закон радости и закон свободы. Давайте прочитаем еще два текста из Нового Заповета. Из Евангелия Луки. Евангелие Луки 18:10. Что каже фарисей? «Я не такі, як іншыя люди, рабаўнікі, крыўдзіцелі, блудадзеі, пашчуся 2 разы на тыдзень, даю десятину з усяго, што набываю». Чуете, что каже фарисей? Набываю, з усяго, што набываю, даю десятину. Пашчуся 2 разы на тыдзень. Я не такі, як іншыя люди. А послухайте зараз, что каже про фарисея Христос. Про этого фарисея, который так про себя сказал. Евангелие Матфея 5:20. Это текст из Нагорной проповеди Христа. Из Евангелия Матфея 5:20. Послухайте, что каже Христос про
праведность и фарисеев. Покажу вам, коли праведность ваша, коли праведность наша, так нам это слово. Покажу вам, коли праведность ваша не переважить праведности книжников и фарисеев, так не увойдете вы у Царство Небесное. Фарисей постился 2 разы на тыдзень, отдавал десятину з усяго, что придбал, а нам треба еще и переважить эту праведность этого фарисея. Коли вы не переважите, то, каже Христос, не увойдете у Царство Небесное. Так вот, у нашей церкви мы пока еще, на жаль, не переважили праведность фарисея, але імкнемся к этому. У нас есть агульноцерковный день молитвы с постом, это пятница. Мы начинаем молитву у пост, начинаем у 19:00 у четверг и сканчиваем у 19:00 у пятницу. Мы постимся и молимся за наших родных, за наших близких, за благословение Господне над нашими домами и так само и за краину нашу Беларусь. И вот каждый тыдень у нас есть такой вот день молитвы с постом, пятницу до 19:00. Так само и у нашей церкви принято отдавать десятины, и, магчыма, з этой причины наша маленькая община, она робит доброчинные великие программы, которые не могут потягнуть на вот и великие церкви. А мы без проблем это организуем и дякуем Господу Богу за такую магчимость. Итак, десятина – это частка таких заповету, взаимных обовязков поміж Господом Богом и Божьим народом. Божий народ обіцяє слухать голос Господа, заповіді Його виконувати, ходить шляхами Його. Господь обіцяє, что будет нас благословлять. Это старый заповет, весь на этом тримается. На взаимных обовязках Господа Бога и Божьего народа. Господь обіцяв свой народ благословить, а Божий народ обіцяє слухать голос Всевишнього, заповіді Його виконувати і ходить шляхами Його. Магчыма, у тыя часы не ўсе так былі ўпэўненыя в этом, магчыма, нехта сумняваўся, і таму пророк Малахія, дакладней, Господь Бог праз пророка Малахію сказаў так. Послухайте, калі ласка. Книга Малахии 3:10. «Принесите усе десятины у дом сховища, каб у доме моим была ежа. И хоть бы у гэтым выпробуйте меня, каже Господь Саваоф. Ці не отчиню я для вас окнов небесных, и ці не злию на вас благословения до избытку». Глядите, Господь Бог дозволяє нам його випробовувати. Выпробуйте меня. Ці не излию я на вас благословения до избытку. И не отчиню я для вас окна небесные. И коли мы поспробуем, то можем упевниться. Ті виконує Господь свої обіцяння, ті не виконує, випробуйте меня, каже Господь. И мы поговорили про то, что ці треба відділяти десятину. Я притримуваюся думки, що треба. І ці тексти, про які ми зараз читали, вони кажуть так само, що не пошкодить, що дренного нічого нема в десятинах, що це добре, і це завгодно Богу, і це добре і для церкви, коли є у домі Божому ресурс, як каже пророк, «Каб у домі моїм завсюди було, що поїсти». И в этом, вот, я думаю, что есть благословение и для церкви, и для людей, які туди ходять, і для того, хто віддає десятину, так само, безумовно, є плюс, бо відчиняється для його окна небесне, і благословення Господні, і зливаються до избытка. А коли хто не упевнений в этом, то Господь каже, випробуйте мене. Хоть у гэтым випробуйте мене. Ті не відчиню я для вас окна небесные, и ті не излию на вас благословение до избытка.
І от це ми поговорили про те, що десятини треба відділяти. А зараз давайте поговоримо про те, як їх треба відділяти. Як треба відділяти десятини, про це каже книга «Другий закон». Там есть таки целый текст, великая молитва, якая супроводжає приношення десятин. І давайте зараз ми прочитаємо цей текст, де розмова йде про цю молитву. «Прийди до святара, який буде в ті дні, і скажи йому: сьогодні сповідаю перед Господом Богом твоїм, що я увійшов у ту землю, яку Господь присягав батькам нашим дать нам. Святар возьме кож з руки твоей и поставить его перед охвярником Господа Бога твоего». В книге святарской описывается такое свято приношение снопа. И вот возьми ты сноп, принеси его перед охвярником, возьми его в руки твои и тряси этот сноп, потрясай этим снопом. И для чего его трясти? Для чего сноп трясти? Я думаю, что от радости. От радости того, что вырос этот сноп. Люди брали его и трясли этим снопом так радостно. То дочекались нового урожая, уже они не будут и голодать, у них есть этот сноп. И вот этот сноп они приносят перед Господом Богом Всевышнего и радуются, узнав уже, что вырос этот сноп. И приносят этот первый сноп на охвярник. И вот возьми этот кож и принеси перед Господом Богом твоим, а он возьме этот кож и слухайте, что далее. Святар возьме кож з руки твоей, поставить его перед охвярником Господа Бога твоего, а ты отказывай и скажи перед Господом Богом твоим: батька мой был вандровный арамеянин. Это прообразы все для нас. Старый заповед. Это прообразы для нас. И тут таки прообраз так само, что мы были такими вот вандровниками у той греховной краине. Батька мой был вандровный арамеянин, и пошел у Египет, поселился там с немногими людьми, и отбылся там от его народ великий, моцный, и шматлики, але египтяне кепска обиходилися з нами. Так само прообраз такий, що кепска обиходилися з нами. Кривдили нас, били нас, подманывали нас. Это такий прообраз життя нашого у грехах. Прообраз життя нашого в цьому грешному сусвіті, як тут живеться тяжко, як тяжко живеться людям в цьому грешному сусвіті. І далі слухайте. Кепска обиходилися з нами, утискали нас, накладали на нас тяжкую працу. І заєнчили ми до Господа. Знову ж, заєнчили ми до Господа. Це такий прообраз покаяння нашого. Заєнчили ми до Господа. Заєнчили, і почув Господь, і відпустив нам нашу вину. Наглядите, що далі. І заєнчили ми до Господа, Бога батьков наших, і почув Господь лямант наш, і убачив гароту нашу, і працу нашу, і пригнет наш, і вивів нас Господь з Єгипта рукою моцною, мышцею простертою, великим жахом, ознаками і цудами, і привів нас на місце гета, і дав нам землю, гету землю, у якої тече молоко і мед. Так ось я принес початки від плодов землі, якую ти, Господи, дав мені. Знову же ми приносимо початки від землі, от того, что Господь Бог дал нам. Оно не прилетело из космоса, оно ниоткуда не взялось. Все, что мы отрымливаем, все, что мы придбали, это не что инше, як то, что Господь Бог дал нам. Так ось, я принес початки от плодов земли, якую ты, Господи, дал мне. И постав это перед Господом Богом твоим, и поклонися перед Господом Богом твоим, и радуйся, ну же, радуйся об усім тим добрым, что Господь Бог твой дає тебе, и дому твоему, ты, и левит, и чужинец, який буде у тебе. Тоді скажи перед Господом Богом твоим: я узяв от дома моего святыню, и отдал яе левиту, чужинцу, сироте и удове по всіх загадах твоих, якие ты наказал мне. Я не переступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от яе у смутку моим,
не аддзяляў яе ў нячыстасці і не даваў з яе для мёртвага. Я слухаўся голаса Господа Бога майго і выконваў усё тое, што ты запаведаў мне. Зноў жа, тут ёсць такая паралель са старым запаветам, дзе Христос кажа, што калі ты прынёс ахвяру твою да ахвярніка і узгадаў, што брат твой нешта можа мець супраць цябе, то ідзі, перш памірыся з братам тваім, а тады прыйдзі і прынясі ахвяру тваю. Тут таксама размова ідзе пра тое, што я не аддзяляў дзесяціну нячыстасці, я выконваў тое, што Господь запаведаў мне. Паглядзі ад святога селішча твайго з нябёсаў і бласаві народ твой Ізраіля. Паглядзі са святого селішча твайго з нябёсаў і бласаві народ твой Ізраіля. Только про Израиль размова ідзе. Як вы думаете? Давайте почитаем, что написано у Новом Заповете про это. Например, послание до Галатаў 3:29. Калі ж вы Христовыя, дык вы семя Абрагама і по абяцанню спадкаемцы. Калі мы у Христе, то мы спадкаемцы Абрама, і ўсе благословенні Абрама, яны пераходзяць на нас праз Христа. А якія благословенні Абрама? Сказаў Господь, што будешь ты благословляться ў табе все племёны зямныя, будешь ты ў благословенні. І все, кто благословляют тебе, и сами благословленные, а кто лихословит тебе, тыя прокляты. И так само это благословение Абрама, и все обещания, які даў Господь Абраму, яны праз Христа, Мессию, пераходят на всех верующих у Христа. И глядите, что еще далее написано у Святым Писании. Абрагам поверыў Богу, и гэта залічылася яму ў праведнасць. Уведайте ж, что верники – сыны Абрагама. Так верующие добрословляются с верным Абрамом. Кожны верующий, ён может лечить себя спадкаемцем Абрама, спадкаемцем этих всех благословений, и тому все благословения, все верующие благословляются с верующим Абрамом. И таким чином Абрам стал батьком, написано, всех верующих, всех верников, и все благословения, якія Господь абяцаў Абраму, яны таксама пераходзяць на нас і спаўняюцца. Калі мы слухаем голас Господа, заповеди яго выконваем і ходзім шляхамі яго. І читаем далей. Благослови народ твой і зямлю, якую ты даў нам, так, як ты абяцаў бацькам нашим даць нам зямлю, у якой цячэ малако і мёд. Вось такая вот молитва павінна суправаджаць прынашэнне десятин. И зараз давайте возьмем наши десятины в руки, читаем молитву благословения десятин, и хай Господь благословить и приношения наши, и кожного з нас, и руки наши, які зарабляют эти гроши, и землю нашу, которая дает эти плоды, все, что мы придбали, хай отрымае благословение от Всевышнего, хай у руках наших завсёды буде поспех, хай буде благословение Господне завсёды над нашей землей, над нашими справами, якими працуем под солнцем. Давайте схилим наши головы и помолимся. Сёння споведаю перед Господом Богом моим, что я увайшоў у тую землю, у якой цячэ молоко и мед. Усе мы раней были грешниками, жили в грехах, у той краине, которая духовно называется Содом и Египет. Дрэнна нам там жилося, кепска обыходилися з нами, крыўдзілі нас, подманывали нас, били нас, обкрадывали нас, зневажали нас, здзекваліся з нас, жорстко прымушалі нас рабіць цяжкую и брудную працу. И заенчили мы до Господа, Бога айцоў наших. И пачуў Господь лямант наш, и убачыў бедство наше, тяжкость нашу и прыгнечанне наше, и вывел нас Господь из рабства рукою моцною и мышцей узнесенную, великой жудостью, ознаками и чудами. И привел нас на место гэта, и дал нам землю гэту, землю, у якой цячэ молоко и мед. Дык вось я принес початки от плодов земли, якую ты, Господи, дал мне. И я
ставлю гэта перед Господом Богом моим, кланяюся перед Господом Богом моим и радуюся за все тое доброе, что дал мне Господь Бог мой, мне и дому моему. Или я отделяю от дома моего святыню и отдаю яе левиту, чужинцу, сироте и вдове по всех загадах твоих, які ты, Господи, дал мне. Я не переступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от яе у смутку моим, я не отделял яе у нечистости и не давал з'есть для мертвого. Я слухался голоса Господа, Бога моего, и выконывал тое, что ты заповедал мне. Погляди от святого селища твоего с небесов, и благослови народ твой, и землю, якую ты дал нам, так, как ты обещал батькам нашим дать нам землю, у якой тече молоко и мед. Дякуем, Боже, что отчинены над нами окна небесные, и благословение Твое льется на нас до избытку. Будь благословлен и Ты, Господь Бог наш, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Хай благословит Всевышний и всякую справу ваших рук, хай благословит и хлеб ваш, и воду вашу, и всякую справу ваших рук, якой працуете вы под солнцем, хай Господь благословит. Хай исполнится слово Господне, что коли ты будешь слухать голос Господа, заповеди Его выконывать, ходить шляхами Его, то придут на тебе все благословения и исполнятся. Благословлены ты и в городе, и у поле, и при уходе, и при выходе. Благословлены житницы твои, и кладовые твои, и господарка твоя, и дом твой, и всякую справу твоих рук, якой працуешь ты под солнцем, Господь обещал благословить. И будешь ты головою, а не хвостом, только на вышине, а не коли внизе. Отчинить Господь добрую скорбонку свою для тебя, и ты будешь головою, а не хвостом, будешь только на вышине, а не коли внизе, и будешь позычать многим народам, а сам не будешь запозычиваться. И переможет Господь перед тобою ворогов твоих, одной колонной они будут идти супроть тебе, 10 стежками будут утекать от тебя. Хай придет это слово и исполнится. Хай кожное благословение Господне, оно придет на нас и исполнится. Аминь. Будем спевать огульным спевом «Чудовное озеро Генесарецкое».
святих, добре живих святих. Бог Отец, я так само дякую Тобі за те, що Ти чуєш молитви, що ні одна з наших молитв вона не буває забитою у Тебе. Дякую Тобі, що ухо Господа не тяжелело, як слухати, а рука не скоротилася допомагати. Я дякую Тобі, що і зараз нашу молитву Ти чуєш. Боже, і я молюсь, щоб молитва наша була завгодна Тобі, щоб вона підіймалася, як фіміам перед обличчя Твоє, і наповняла ту золотую чару з фіміамом, яка стоїть перед обличчям Твоїм, і фіміам – це є молитва святих. І я дякую Тобі за те, що ми зараз можемо принести свої просьби, свої молитви к Тобі, і Ти схилив ухо своє і слухаєш нас. І, Боже, коли двоє чи троє згодяться помолитися об якій-небудь просьбі, то сам Христос сказав, що буде їм, що не скажуть. Буде їм от Отца нашого Небесного. І я молюсь і прошу, хай всі наші просьби сповняться. Во ім'я Ісуса Христа благослови, коли ласка, от віру, і справді дай їй моцне здоров'я, дай їй і гибкий, такий моцний, пригожий позвоночник, Боже, і вирівняй то, що скривлено, то, що не так поправ, Боже, і хай вона буде здорова до самого пришестя Твоєго у ім'я Ісуса Христа. Молюсь і прошу за кожного з нас, хто хвореє, докраніся Твоєю ціляючою рукою, будь то там вірус, будь то там ОРЗ, яка би там ни була хвороба, який би там ни був симптом, коли ласка, докраніся Твоєю ціляючою рукою і оцели нас от всякої хвороби, всякої немочі, всякої зарази. І хай згине всяка немочь, хай згине всяка хвороба, і тіла наші хай наповняться силою і здоров'ям у ім'я Ісуса Христа. Як ми уставляли Господа і в тілах наших, які є храм Духа, який живе у їх. Благослови, коли ласка, щоб сповнилося Слово Твоє, что сам Христос понес наши немочи, взял наши хвороби, и ранами Избавителя мы оцелились. Ранами Избавителя мы оцелились. Хай исполнится Слово Господне, что уверовавших будут сопровождать такие знамения, что ускладуть руки на хворых, и они будут здоровы. И я молюсь и прошу, хай у церкву ніколи не увойде ніяка зараза, ніяка хвороба, але хай вокруг нас завсёды буде ахова Твоя, оборона, і стіна огня, праз якою не пройде ніяке зло у ім'я Ісуса Христа. Заховай нас от усякого рода зла, дай нам і супокой духа, і лагодність серця, і дай нам благословення Твоє во всякой справі наших рук, щоб ми мали поспіх і мог уславиться Отец наш тим, що ми принесем много плода. Хай уславится Отец наш тим, що ми принесем много плода. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Помолимся еще огульной молитвой «Ойче наш». «Ойче наш, який єш у небесах, святися ім'я Твоє, приди володарство Твоє, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам на кожный день, и отпусти нам провины наши, як мы отпускаем виноватым нашим. И не уведи нас у спокушение, але избави нас от лукавого, бо Твое володарство и сила, и слава во веки. Аминь. Будем спевать огульным спевом гимн «Могутный Боже». Могутный Боже, благодать Духу Святому, солнца и сердц малых, на Беларусь, ай, тихо и ветлой, рассыпь промени своей хвалы. Дай скору працы, что ждет нашей грусту хлеба, народный край, повагу силу
и велич веры у нашу правду Твою радливость жить новым Дивом учинком нашим спасти молод, здрави свободной, здрави счастливой. Дивом країну нашу и наш народ. Здрави свободной, здрави счастливой, краину нашу и наш народ. Вітайте один одного і з миром Господнім. Вітання там. Вітаю, Олег.